Несмотря на выходной день, жители с раннего утра приходят на голосование. Избирательный участок 722 расположен в здании 3-й школы селения Икажево. Голосование абсолютно безопасно. Обработка рук и измерение температуры при входе – обязательное условие, наряду с безопасной социальной дистанцией. Каждый ждет своей очереди и показывает паспорт, но не дает в руки. Аза Вышегурова не смогла прийти вчера из-за загруженного трудового дня. Однако сегодня она одна из первых пришла на ближайший избирательный участок. Как гражданин России, я считаю, что это долг каждого человека отдать свой голос. Эти поправки идут чисто за процветание нашей страны, за ее стабильность, за наш с вами завтрашний день, целостность и неделимость нашей страны. Это, я считаю, самое главное. Второе – это большое значение уделяется подрастающему поколению, поправки, связанные с здоровьем человека, поправки, связанные с гражданством, с двойным гражданством, о том, что ни один человек не имеет права со стороны извне выдвигать свою кандидатуру на ключевые посты нашей страны. Поэтому мне кажется, что любой человек должен отдать сегодня и 1 числа отдать свои голоса за будущее нашей страны. Благодаря удобному расположению на участке закреплены более 2000 потенциальных голосующих. Для жителей подготовили все необходимое для комфортного голосования. Председатель участковой комиссии отметила отличные показатели посещаемости избирательного участка и немалое количество звонков от жителей. С 25 числа у нас активно принимают участие. Особенно хочется отметить, вне помещения есть звонки желающих избирателей. На нашем участке 2294 избирателя, и все люди осознанно понимают, эти поправки нам идут на пользу, поэтому принимают всевозможное активное участие в выборах. После подготовки специального пакета для голосования на дому сотрудники избирательной комиссии выдвигаются по адресам. Главное условие – все должно быть максимально безопасно. Поэтому помимо масок и перчаток предусмотрен специальный защитный костюм. Большинство голосующих на дому, как правило, люди в возрасте. Асет Муталиева лично посетить ближайший избирательный участок не смогла по состоянию здоровья. Узнав, что есть возможность отдать голос, не выходя из дома, Асет одна из первых позвонила в УИК 722. Проголосовать решил и один из самых возрастных жителей Икажева, Исрапилу Измайлову, без малого 94 года. Дедушка уже голосовал за Конституцию в далеком 93-м. Сегодня он отдает свой голос за поправки. Айна Дашлакоева также решила голосовать на дому. Однако возраст или карантин ни при чем. Многодетная мать просто не могла вырваться на избирательный участок. Сегодня ее галочка вписана напротив пункта «Да». Я сегодня решила проголосовать за поправки в Конституции. Все поправки делать во благо нашего народа. Избирательные участки будут функционировать до 1 июля включительно. Отдать голос за или против — выбор каждого жителя. Самое главное — подойти к этому вопросу максимально ответственно. Ведь каждый из нас в ответе за будущее общей страны. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.